Хроника тюркско-татарских государств. Рассвет, упадок, возрождение. Выпуск 49. Kokandское ханство. 1709-1876 годы. Бухара против Хивы. В XVI веке в результате междоусобной борьбы на территории Центральной Азии образовались два самостоятельных государства – Бухарское и Хивинское. Неудачи, постигшие в соперничестве с хивинцами, повлекли за собой большое ослабление власти в Бухаре. Фергана в период с 1701 по 1704 годы была разделена и управлялась из Риштана и Ахсы. В 1709 году в Ферганской долине восстали чадакские ходжи, которые образовали самостоятельное государство и посадили на трон Шах-Рух-Бия. Шах-Рух дал указание о выборе удобного места для постройки ставки. На месте 4 небольших селений Калуак, Актепе, Эски-Курган и Хокан возник город Кокан, ставший столицей Kokandского ханства. Шах-Рух объединил юго- и северо-западные провинции Ферганской долины и стал первым суверенным беком и основателем единого государства. Наследовавший Шах-Руху сын Абдурахим-Бий воспользовался междуцарствием в Бухаре и предпринял поход на это ханство. Однако в 1740 году персидский шах Надир занял Бухару, изгнав коканцев из Эмирата. При Нарбутабии, годы правления 1764-1798, наступило относительное спокойствие и сложились благоприятные условия для экономического развития. Нарбута начал выпускать пул, медные монеты. Сын Нарбутабия, Алимхан, расширил территорию государства, завоевав Чимкент, Сайрам, Карабулак, Кураму, Ташкент. Однако в 1809 году был убит приверженцами своего брата Умар-хана. Поэт в душе и покровитель поэтов и ученых Умар-хан не желал ссориться с Бухарой. Несмотря на свой миролюбивый характер, он способствовал расширению территории Kokandского ханства. Экспансия продолжалась и при следующем преемнике Мадали-хане. Недовольные правлением Мадали-хана обратились к бухарскому эмиру Насрулле за помощью. Насрулла отозвался. Его войска появились под стенами Коканда. Мадали-хан был убит, а Kokandское ханство ненадолго стало бухарской провинцией. Это произошло в 1842 году. Во время политической борьбы выдвинулся Кыпчак-Мусульман-Кул, что усилило вражду между кыпчаками и оседлыми сартами. Мусульман-Кул раздавал все видные должности кыпчакам. Исторические перипетии завершились казнью Мусульман-Кула в 1852 году и массовым истреблением кыпчаков. Смута продолжалась и в последующие годы, что облегчило утверждение России в Туркестане. С 1855 года кыргызские и казахские племена, подчиненные ханству, стали переходить в российское подданство, что привело к вооруженным конфликтам. В 1860 году русский отряд разрушил кокандское укрепление Пишпек и Токмак. Коканцы объявили священную войну и сосредоточили 20 тысяч воинов у укрепления Узун-Аач, 60 километров от Верного, где потерпели поражение. Наступление русских воинских частей
привело к потере ряда городов ханства, включая Ташкент. В 1868 году был подписан торговый договор, в силу которого русские в Kokandском ханстве и коканцы в русских владениях приобретали право свободного пребывания и проезда, устройство караван-сараев, содержание торговых агентств и так далее. Договор фактически сделал Kokand зависимым от России. С появлением русских дела в ханстве лучше не стали. В обществе зрело недовольство, вылившееся в ряд выступлений, в том числе вооруженных. Мятежи и сражения завершились подписанием мирного договора, а после очередного восстания коканцев присоединением ханства к России. Земли Kokandского ханства вошли в Ферганскую и Сырдарьинскую области, сначала Оренбургского генерал-губернаторства, а позже Туркестанского генерал-губернаторства Российской империи. В декабре 1917, феврале 1918 года на территории бывшего Kokandского ханства существовала туркестанская автономия. Правительство возглавил Мустафа Чокай. Однако 22 февраля 1918 года оно было разгромлено большевиками. Эти события сохранились в памяти у узбеков как Фаргана фожиясы. Фаргана фожиясы. Ферганская трагедия. Конец выпуска. Продолжение следует. Давамы бар.